Впервые Удмуртская филармония и Государственный симфонический оркестр Удмуртской республики при поддержке благотворительного фонда «Мирабель. Мир детям» провели акцию в помощь одаренным детям. Этот проект не только расширил рамки творческих мероприятий, но и дал редкую возможность начинающим музыкантам сыграть вместе с профессиональным коллективом. Это событие надолго останется в памяти участников. А может быть, кому-то поможет определиться с их будущей специальностью. Участники концерта – одаренные дети из городов и поселков Удмуртии. Они играют на разных музыкальных инструментах – балалайка, виолончель, саксофон, скрипка, гобой. Все они лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов, уже выступавшие вместе с Государственным симфоническим оркестром Удмуртии и зарекомендовавшие себя как лучшие из лучших. Давайте познакомимся с ними. Анастасия Кочурова, лауреат всероссийских конкурсов, ученица Республиканской детской школы искусств. Преподаватель, заслуженный артист Удмуртской республики Михаил Вячеславович Русских. Я волнуюсь, потому что я играю на одной сцене с профессиональными музыкантами. Я участвовала один раз в конкурсе в «Наследниках». Ее инструмент – один из самых востребованных музыкальных инструментов любого симфонического оркестра – гобой. Но играть на гобое совсем непросто. Валерия Жигалова, лауреат всероссийских конкурсов, ученица Республиканской детской школы искусств. Преподаватель, заслуженный работник культуры Удмуртской республики Шастина Елена Аркадьевна. Валерия исполнила Баха. Концерт для скрипки с оркестром «Ля минор» – первая часть. Первая часть в переложении для домры. При жизни Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько концертов, затем перекладывал для разных инструментов. Практика переложений концертов Баха для других инструментов сохранилась и в наши дни. Музыкой занимаюсь с 5 класса. С оркестром я не выступала, выступаю первый раз. Выступала один раз, когда у нас был юбилей школы. Третья участница Илона Черкова. Дипломант всероссийских конкурсов, ученица Республиканской детской школы искусств. Преподаватель Решетникова Татьяна Андреевна. Инструмент, на котором играет Илона, должен уметь петь. Тем более, что эта музыка изначально написанная Германом Карепановым как ария из оперы «Наталь». Лишь затем сделано переложение для виолончели. Я занимаюсь музыкой с 3 класса. Я очень сегодня волнуюсь. Я впервые играю с оркестром. Для меня это очень важный концерт. На этот концерт я пригласила свою сестру. Она будет снимать меня. Но, к сожалению, мои родители не смогли на него приехать. Следующая участница – Анна Коробова, ученица ДШИ номер 2 города Сарапула. Преподаватель, заслуженный работник культуры Удмуртской республики Горшенин. Мне нравится играть с оркестром, это гораздо интереснее, чем сопровождение фортепиано, но тем не менее это волнительно. Бывает такое, что волнение очень портит выступление. Солистка Полина Ушакова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, ученица специальной музыкальной школы при РМК. Преподаватель, заслуженный работник культуры Удмуртской республики Татьяна Павловна Белава. Я занимаюсь музыкой недавно, можно так сказать, всего 5 лет. И за это время у меня очень большие успехи, как отмечает сам педагог. У меня был опыт выступления с симфоническим оркестром, я выступала с ним еще 2 раза. На моем концерте будет присутствовать мама, папа, бабушка. Солист Арсений Лупский, лауреат международных и всероссийских конкурсов, ученик ДШИ номер 1 города Воткинска, балалайка. Преподаватель, заслуженный работник культуры Удмуртской республики, почетный работник дополнительного образования Российской Федерации Павел Борисович Сибиряков. Я занимаюсь музыкой с 1 класса. Я в последнее время меньше волнуюсь, так как мне уже приятно играть на больших концертах. А когда в оркестре там много людей сзади тебя, это действительно помогает расслабиться и играть, так сказать, от души. Первый концерт был в январе прошлого года. В финале концерта были вручены именные стипендии всем юным участникам. Меценатство, к сожалению, в нынешнее время не так модно, как было модно в 20 веке, в 19 веке. Но, надеюсь, общими усилиями мы сделаем таким образом, что меценатство в 21 веке станет еще более модным, чем в 20 и 19 веках.
Адель Юрьевич, огромное спасибо за вашу деятельность и низкий поклон. И дай Бог, что мы будем продолжать это дело вместе. Благотворительный фонд «Мирабель Мир детям» рад, что мы являемся партнерами этой акции «Оркестр детям». Для нас это очень почетно. Мы впервые проводим подобную акцию и становимся ее участниками. Поэтому для нас это вдвойне приятно, вдвойне тревожно, волнительно. Вот. Действительно, дети хорошие, одаренные. Оркестр и Удмуртская государственная филармония делает все, чтобы этот концерт прошел, чтобы он был действительно удачным. Вот. Ну и мы, в свою очередь, тоже хотим сказать, что действительно все денежные средства, которые будут собраны, они будут направлены на поддержку одаренных детей. Еще раз хочу сказать, что подобного мероприятия мы проводим впервые, хотя у нашего фонда много проектов, связанных с одаренными детьми. Это и покупка музыкальных инструментов, это и стипендии, это и денежные средства, выделяемые на поездки, на конкурсы, на фестивали. Вот для нас это новая форма. Я думаю, что она продолжится, и нам очень приятно принимать участие в судьбах одаренных детей, которые впоследствии станут ведущими музыкантами Удмуртской республики. Талантам надо помогать. Это почти библейская истина, известна каждому. Но как это сделать? Как предоставить маленьким музыкантам возможность играть на профессиональном инструменте или выступать на престижном конкурсе? Уже много лет благотворительный фонд «Мирабель Мир детям» оказывает помощь ученикам Республиканской школы искусств. Дает возможность реализовать свои таланты на большой сцене.